Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем подробности смертельной аварии на Фермском шоссе в Казани. В этот момент удар с той стороны, его перевернуло. 1 человек погиб, еще 2 серьезно пострадали. Крупная авария на проспекте Амирхана. Я видел то, как она вращалась и ударила мою машину. 2 человека ранены, 3 машины разбиты. И расскажем о пожаре на улице Фурманова. Бензина не знаю, но машину точно сейчас позвать. В чем уверены местные жители. Это и не только прямо сейчас. 1 человек погиб, еще 2 серьезно пострадали в результате столкновения 3 иномарок на Фермском шоссе в Казани. При этом молодой человек, которого очевидцы называли предполагаемым виновником, отделался ссадинами и легкими ушибами. Как рассказали свидетели происшествия, сначала он врезался в попутную машину, затем и во встречный автомобиль. Лина Зинатуллина о трагедии на дороге. Все в больнице, да. 2 мужчин, водитель и пассажир Hyundai Accent, одному 43 года, второму 24, с тяжелыми травмами, были госпитализированы. 28-летний пассажир той же машины погиб на месте. Удар был такой силы, что фрагменты его тела были разбросаны по дороге. Сидел он, предположительно, на заднем сидении. Именно в эту машину врезался «Опель», вылетевший на встречную полосу. С этим согласны все участники аварии и очевидцы. Но мнения о причинах, по которым 27-летний водитель «Опеля» оказался на встречной полосе, расходятся. «Шевроле» не успел просто перестроиться и задел «Опель». И «Опель» таким образом на встречную полосу выбросил. Он ехал по левой полосе сначала «Шевроле» и перестроился на правую, да. И при перестроении, получается, задел «Опель», и таким образом «Опель» предварительно вылетел на встречную. За рулем «Шевроле» находился 62-летний мужчина. Он рассказал, что ехал со скоростью 60 км в час по левой полосе. В какой-то момент в зеркале заднего вида увидел «Опель», который очень быстро к нему приближался. Уверяет, что скорость немецкой иномарки была не меньше 90 км в час. Мне догонять машину на большой скорости. Я начал уходить от него в эту сторону. Смотрю, он тоже в эту сторону повернул. Я прямо поехал. Думаю, сейчас разгонюсь, раз он уходит в эту сторону. В этот момент удар с той стороны, его перевернуло на бок и потащило. Я думаю, удар в стенку ударился, оказывается, в эту машину стукнулся. После удара сзади в «Шевроле» «Опель» отбросила на встречную полосу, прямо на Hyundai Accent. Сейчас следователи проверяют все версии произошедшего и устанавливают истинного виновника этой трагедии. Лина Зинатуллина, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Трагический финал опасного маневра. Накануне при столкновении 4 автомобилей погибли 3 человека. Страшная авария произошла на трассе Елабуга-Пермь. По предварительной версии, грузовая «Газель», выскочив на полосу встречного движения, столкнулась лоб в лоб с «Уралом». Далее «Газель» отбросила в «Ладу Приору», которая двигалась следом. В свою очередь, груженная фура после столкновения выехала на встречную полосу, где также лоб в лоб столкнулась с другой «Газелью». Автомобили после таких ударов превратились в груду металла. Большегруз при этом опрокинулся. Водитель первой «Газели», водитель и пассажир второй скончались на месте происшествия. Водитель фуры был госпитализирован в больницу. Полиция расследует детали случившегося. Еще один трагический случай произошел в Верхнеуслонском районе. Там 2 мужчин на мотоцикле «Урал» с люлькой сорвались в 10-метровый карстовый провал. Выбраться самостоятельно у пострадавших возможности не было. Пассажир получил травму головы. Водитель – переломы ребер. Несмотря на всю серьезность травмы грудной клетки, мужчина смог дозвониться родственникам и попросить о помощи. Прибывшие на место спасатели подняли пострадавших на поверхность. Мужчин срочно госпитализировали. Впоследствии пассажир мотоцикла скончался в больнице, не приходя в сознание. Он был преподавателем в одном из вузов города. 2 человека, водитель такси и пассажирка, пострадали в серьезной аварии, которая произошла минувшим вечером на проспекте Амирхана. Там в общей сложности столкнулись 3 автомобиля – Daewoo Gentra, Opel Astra и Volkswagen Jetta. Салават Мухаммадуллин с подробностями. Я стоял, еще пропускал. То есть я не двигался даже. Водитель «Фольксвагена» рассказывает, что сперва не понял, что произошло. Стоял, пропускал поток машин, как вдруг увидел летящий прямо в него автомобиль. Я видел то, как она вращалась и ударила мою машину. Как рассказали очевидцы, водитель Daewoo при перестроении не уступил дорогу и врезался в Opel Astra, который ехал в попутном направлении. Daewoo от удара развернула и отбросила настоящий Volkswagen. В результате все 3 автомобиля получили сильные повреждения. Пострадали 2 человека – водитель и девушка-пассажир Daewoo. Водитель, у него, по-моему, черепно-мозговая, может быть, травма, не знаю, и пассажирка или просто сломала, сказали. Это уже инспектора сказали.
Пострадавших срочно госпитализировали прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи. Девушку чуть позже отпустили из больницы, а восстановить точную картину происшествия и выявить виновника аварии теперь предстоит автоинспекторам. Салават Мухаммадуллин, Найрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Копая выгребную яму, нашли человеческие останки. Все произошло накануне вечером на одном из участков садового общества КАМА в Чистопольском районе. Кости рабочие нашли на глубине около метра. Принадлежат они предположительно мужчине и пролежали в земле около 50 лет. Останки направлены на экспертизу, проводится доследственная проверка. Кроме того, установлено, что неподалеку от данного садового общества находится церковь, которая уже не является недействующей, и предположительно там были раньше захоронения. Взял на время, получилось навсегда. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 29-летнего казанца. По предварительной версии, мужчина похитил из пункта проката 2 велосипеда. Этот факт вызвал удивление у работников сервиса, поскольку сразу было понятно, что злоумышленника найти будет просто. При оформлении мужчина предоставил водительское удостоверение. Задержанный свою вину признал полностью. На время следствия был отпущен под подписку о невыезде. В Московском районном суде Казани стартовал процесс по делу о серии вымогательств в Казани и Набережных Челнах. По версии следствия, 41-летний Магомед Алмагомадов, 49-летний Мавли Бихоев и 34-летний Умар Черсиев, начиная с 2013 года на протяжении 3 лет под угрозой физической расправы требовали с предпринимателей деньги. Суммы исчислялись миллионами. На этом подозреваемые не остановились. Одному из потерпевших были выдвинуты требования о передаче части ресторанного бизнеса в Казани и необходимости ежемесячных отчислений. По делу проходят 3 пострадавших. Подозреваемые были задержаны с поличным сразу после очередной передачи денег. Сегодня заседание отложили в связи с заменой адвоката одного из обвиняемых. Следующее заседание пройдет 7 июля. Мои родственники живут далеко, и они не успели заключить вовремя договор. Он может завтрашнего дня присутствовать на всех моих заседаниях. В Набережных Челнах пострадал 31-летний мужчина, пытавшийся распилить бочку болгаркой, в которой была легковоспламеняющаяся жидкость. Во время работ раздался хлопок, и в результате пострадавшего отбросило в сторону. Звук привлек внимание прохожих, которые вызвали скорую, полицию и спасателей. Пострадавшего с травмами головы, среди которых ушиб и сотрясение мозга, доставили в больницу скорой помощи Набережных Челнов. Горят сараи и гаражи на улице Фурманова в Казани. Такое сообщение поступило на единый телефон вызова экстренных служб 112 сегодня днем. Пока пожарные расчеты боролись с огнем, местные жители строили свои догадки и предположения о причинах случившегося. Их выслушала Динара Камалова. В том году 5 раз поджигали. Эти сараи и гаражи на улице Фурманова горят не в первый раз, говорят местные жители. Уверены, что и не в последний. На землю, на которой располагается постройка, есть спрос. Добавляют, а рядом были такие же сараи, которые не раз горели. Теперь на их месте стоит новая многоэтажка. Застройщики, которые строят, они, наверное, между собой стоит. Они вначале освобождают земли. Там точно так же сожгли и построили дом. Они кого-нибудь из мальчишек вот настропалят, скажут, вот здесь... Или бомжам или бомжам заплатят. Огонь мгновенно охватил почти всю постройку. Местные жители волновались за то, что ветром по крыше огонь может перекинуться и на их дома, что располагаются неподалеку. Со слов местных жителей, данная постройка пустует, но в гаражах, которые располагаются по левую сторону, находятся машины, а также газовые баллоны. Но владельцы гаражей поспешили успокоить остальных. Там, кроме ненужной мебели, ничего и не осталось, говорят они. А взрывается шумом не что иное, как шифер. Нет, машины нет, сейчас он подъедет. Бензина не знаю, но машины точно сейчас позвоню. Мужу я позвонила, машины нет в гараже. Совсем рядом располагается голубятня. Ее владелец сначала переживал, птиц жалко, а потом вздохнул со спокойствием. Огонь до пернатых не добрался, а к тому же они смогли вылететь до сильного задымления. Как давно голубятня здесь располагается? Лет 6-7, наверное. Вовремя потушили. Но 3 раза в эту сторону поджигали, в эту сторону. Причину возгорания теперь предстоит установить пожарным дознавателям. А пока владельцам сараев остается перебирать вещи, которые уцелели в пожаре. Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.